Привет, я Крис Бернс. Добро пожаловать в программу The Network. Сегодня в программе. Выборы в Турции 7 июня станут ключевым тестом для демократии в стране и ее стремления вступить в ЕС. Подавление инакомыслия обеспокоило Брюссель. В докладе ЕС о реформах в Турции отмечается прогресс, но звучат и обвинения в адрес правительства Турции в нарушении прав человека и свободы прессы. Переговоры о вступлении в ЕС идут медленно. Евросоюз скептически относится к присоединению Турции, но в то же время ожидает проведения реформ в этой стране. Могут ли грядущие выборы изменить отношения между ЕС и Турцией? Насколько важна Турция для ЕС и всего региона как стабилизирующая сила и как маршрут транспортировки газа и нефти? Могут ли общие интересы преодолеть сопротивление в отношении членства Турции в ЕС? В нашей программе, которую мы ведем из Брюсселя, участвует Селим Энель, посол Турции в ЕС, который в своем недавнем интервью заявил, что в отношениях Турции и ЕС царят недоверие и разочарование. Кати Пири, голландский социалист, член Комитета по иностранным делам Европарламента, автор доклада по вопросу о ходе реформ в Турции. И Аманда Пол, старший политический аналитик Центра европейской политики и эксперт по турецкой внешней и внутренней политике. Добро пожаловать. Один вопрос ко всем. Начнем с Селима. Президент Эрдоган хочет переписать Конституцию, чтобы учредить президентское правление в турецком стиле. Что это будет означать для вступления Турции в ЕС? Ну, во-первых, спасибо большое, что вы нас здесь всех собрали. Я не думаю, что это много изменит, потому что ЕС не волнует, какая у нас система, президентская или парламентская. Для ЕС главное, чтобы мы провели реформы и соответствовали его стандартам. А какая система на самом деле не имеет значения. Катя Пири, вы с этим согласны? В Европе есть и парламентские, и президентские системы, и обе могут быть демократическими. Очень важно то, чтобы после выборов произошли изменения в Конституции, и чтобы было проведено больше реформ, чтобы было больше демократии. А само по себе введение президентской системы правления вовсе не означает большую демократию. Аманда, я прошу вас. Я думаю, что это может ухудшить отношения из-за централизации власти в руках президента, и, зная его, нельзя исключить, что это может подорвать демократию, гражданское право и гражданские свободы. Селим, вам есть что добавить? Я не думаю, что нужно делать скоропалительные выводы. Прежде всего, мы должны увидеть, какие будут результаты выборов, что они покажут, и какой конституционный строй у нас в конце концов будет. Прокурдская демократическая партия народов, HDP, может рассматриваться нами как препятствие для однопартийного правительства Эрдогана. Нападения на эту партию усилились. Разве это свободные и справедливые выборы? Вообще-то в Турции всегда проводились свободные и справедливые выборы. Но что отличает эти выборы, так это то, что партия HDP хочет впервые участвовать, и ей будет необходимо преодолеть 10% барьер. Это и отличает эти выборы от всех предыдущих. Аманда, что вы добавите? Я думаю, что игра несколько изменится в условиях появления партии HDP в парламенте, тогда все будет честно и справедливо. Конечно, другие политические партии, в отличие от правящей, не имели такой поддержки в СМИ, и поэтому, на мой взгляд, справедливость на выборах можно поставить под вопрос. Селим, что вы полагаете? Давайте-ка вспомним, как партия справедливости и развития пришла к власти в 2002 году. Тогда ее никто не знал, и тем не менее она выиграла. С 1950 года в Турции проводятся честные и справедливые выборы. Хорошо. А как результат этих выборов может повлиять на переговоры о членстве Турции в ЕС? Будь то однопартийное правительство или коалиционное, в любом случае оно должно быть готовым продолжать путь реформ, и это самое главное. Аманда, как это могло повлиять на переговоры о вступлении? Ведь они до сих пор плохо идут. Я с вами согласна, но я бы сказала, что неплохо бы видеть реальные изменения со стороны ЕС, ведь некоторые страны в ЕС подрывают переговоры, блокируют их, а это оказывает негативное влияние на весь процесс и вызывает большое разочарование в Анкаре. Резолюция Европейского парламента о прогрессе осуществления реформ в Турции утонула в поправках, и вы это хорошо знаете, Катя. Голосование отложено до июня. Как этот доклад может повлиять на переговоры о вступлении в ЕС? В докладе приветствуются усилия Турции по примирению с курдами, а также поддержка сирийских беженцев. Но в то же время критикуется правительственное вмешательство в систему судопроизводства, а также запрет социальных сетей. Что вы скажете, Селим? Справедливости ради скажу, что была предпринята попытка
попытка написать сбалансированный и справедливый доклад, но это не так просто, потому что автору пришлось провести консультации с разными политическими партиями. И сейчас мы из доклада видим, что ситуация ухудшилась. Возникает впечатление, что Турция остается вне игры. Мы не собираемся отвечать ни на одно обвинение. Кэти, вы полагаете, что доклад несправедлив к Турции? В нем отражаются чувства, царящие в парламенте, реакция на происходящее. Из доклада четко следует, что нужно прямо сейчас отправляться в Турцию и вести там дискуссии как с турецким народом, так и с турецкими властями. Ладно, давайте перейдем к другой теме. Насилию в отношении женщин. В прошлом году произошло порядка 300 убийств. Недавно застрелили участницу одного из телешоу, осудили ее бывшего парня. Достаточно ли делают власти Турции для защиты женщин? Аманда? Но я думаю, что если взглянуть с исторической точки зрения, то в Турции всегда были проблемы, связанные с насилием в отношении женщин. Но правительством были предприняты шаги, направленные на то, чтобы избавиться от этого. Улучшение ситуации есть, но еще предстоит очень многое на этом пути сделать. Сергей, а что накануне выборов предпринимает в связи с этим правительство? Эта проблема беспокоила и нынешнее правительство, и предыдущее. Но сегодня об этом говорят больше, и, возможно, поэтому люди думают, что в наше время насилия больше. Информация нам помогает. Чем больше мы узнаем, тем эффективнее можем реагировать. Есть еще одна проблема — Кипр. Разделенный остров остается камнем преткновения в мирных переговорах. Кто здесь виноват? Посол сказал, что ЕС не хватает дальновидности. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что турки-киприоты проголосовали за лидера, у которого есть желание урегулировать проблему. Мы могли бы сказать то же самое и о греческой стороне. Там есть президент, который еще в 2004 году проголосовал за план Аннана. То есть имеется уникальная возможность наконец-то урегулировать кипрскую проблему. Это, несомненно, подтолкнет и переговоры по вступлению Турции в ЕС. Аманда, что вы можете сказать по данному вопросу? В 2004 году Турция проголосовала в пользу плана Аннана, который явился существенным сдвигом, так что я не думаю, что будет справедливо сказать, что сейчас кипрская проблема не решается по вине Турции. Здесь каждый должен играть свою роль. Давайте не искать виноватых. Селим, вам слово. Я думаю, что ситуация изменится, если мы будем успешными в решении этого вопроса, потому что это не только улучшит отношения между греками и турками-киприотами, но также между Грецией и Турцией, а это откроет путь для успеха наших переговоров о вступлении в ЕС. Так, быстренько, перейдем к теме энергетики. ЕС и Турция сотрудничали в этой области, но сейчас Турция подписала с Россией договор по строительству газопровода «Турецкий поток». Это что, Турция хочет идти своим путем? Не означает ли это замораживание отношений с ЕС? Аманда? Да, Турция не делала секрета из того, что хочет быть энергетическим центром, хочет торговать газом и, конечно, в условиях блокирования энергетического сотрудничества с ЕС это делу не помогало. Но, в конце концов, я убеждена, что для Турции флагманским проектом останется Южный газовый коридор. Селим? Я бы не согласился с тем фактом, что с энергетическим вопросом нужно что-то делать, потому что у нас складывается неплохой экономический диалог с Марошем Шефчовичем и Мигелем Канете. Я думаю, что энергетика нам поможет. Блокировка энергетической части переговоров мало что изменит. Также хотел бы добавить, что соглашение с русскими еще не подписано. Мы ведем переговоры. Кэти, и в заключение скажите, насколько Турция и Евросоюз на самом деле нуждаются друг в друге? Я думаю, что нуждаются и сильно. Это мы ощущаем и в Европарламенте. Когда речь идет о международных отношениях, о России, Сирии, борьбе с терроризмом, мы видим, что Европа очень нуждается в Турции, а Турция также очень нуждается в ЕС, особенно когда дело заходит о торговле и либерализации визового режима. Поэтому, в конце концов, мы все должны признать, что нам нужно сотрудничество, и уже от нас зависит, какое это сотрудничество, хорошее или плохое. Благодарю всех наших гостей: Селима Эналя, Кэти Пири и Аманду Пол. Я, Крис Бернс, с вами прощаюсь. До новых встреч!